Когда они сталкиваются и после столкновения движутся по отдельности каждое тело, то это столкновение для школьной физики мы с вами называем абсолютно упругим столкновением. При абсолютно упругом столкновении давайте представим, что они столкнулись, и пусть после столкновения движутся в том же направлении, что и М1, да. Но так как они столкнулись, их скорости поменялись, а массы остались теми же. Скорость после столкновения первого тела обозначается V1 штрих. Чтобы отличить, ставим некий такой штрих. И, соответственно, второго тела тоже будет V2 штрих. Теперь давайте постараемся с вами написать уравнение после столкновения. Импульс системы после столкновения получится у нас M1 V1 штрих плюс M2 V2 штрих. Мы сразу в скалярном виде написали. Почему плюс? Потому что они оба движутся по оси ОХ. Соответственно, по закону сохранения энергии импульс системы сохраняется, если извне не действуют никакие внешние силы. Какие силы являются внешними, мы с вами на предыдущих уроках уже рассматривали. Так как импульс системы сохраняется, можно написать уравнение вот в таком виде. M1 V1 плюс M2 V2, это будет равно M1 V1 штрих плюс M2 V2 штрих. Конечно, в данном случае мы с вами написали в векторном виде все это. Почему? Потому что здесь M1, M2 движутся противоположно друг другу. Можно рассмотреть на каком-то конкретном примере. Давайте это же уравнение мы с вами рассмотрим на конкретном примере и дадим значение массам и скоростям. Пусть будет масса первого тела М1, ну, например, 4 килограмма, М2 пусть будет 6 килограммов, В1 пусть будет 10 метров в секунду, а В2 пусть будет 2 метра в секунду. После столкновения, если они будут двигаться по отдельности, давайте, например, мы с вами будем знать скорость первого тела после столкновения. Давайте, пусть будет скорость первого тела, ну, к примеру, 5 метров в секунду, и нужно найти скорость второго тела после столкновения. Из закона сохранения энергии следует M1 V1 минус M2 V2 равно M1 V1 штрих плюс M2 V2 штрих. Теперь следующее. Подставляем значение 4 умноженное первая скорость у нас 10 минус масса второго тела 6 килограммов умноженная скорость 2 метра в секунду равно масса первого тела не меняется 4 килограмма умноженное на V1 штрих, это у нас 5 метров в секунду, плюс масса второго тела у нас 6 килограммов умноженный на скорость, которую мы собираемся найти, V2 штрих. Теперь, если рассчитать, 40 минус 12 равно 20 плюс 6 V2 штрих. Итого получается здесь 28, 20 перекидываем. 6 V2 будет равно 8, V2 будет равно 8 деленное на 6 метров в секунду.